Друзья, всем привет! Сегодня будем менять рулевой наконечник вместе с рулевой тягой на автомобиле Chevrolet Lachetti. Так, как снять наконечник? Сейчас мы посмотрим. Так, вот у нас рулевой наконечник, вот рулевая тяга, вот кулак, куда вставлен наконечник, чтобы поворачивать. Так, первое, что мы делаем, берем щеточку, вот это место, где гаечка прикручена, мы ее очищаем от песка, грязи, ржавчины и так далее. Видно, да, что наконечник поездил долго. Вот. Очистили. Дальше берем ВДшечку. У меня тут носик отвалился, поэтому я так делаю. Смазываем. Можно подождать какое-то время, можно не ждать. Ключик на 19. Здесь наконечник, ну, здесь стоит такой на 19. Гаечка. Значит, сюда, в эту сторону по часовой, это против часовой. Откручиваем. Оп. Так, дальше. Открутили, теперь надо его выбить. Бывает, что прикипает вообще конкретно, там стучишь, ковыряешь. Можно использовать съемник специальный, продаются съемники, чтобы выдавить. Бить сюда вот нельзя по резьбе, ни по гаечке, ни по резьбе нельзя, потому что только замнете и все, больше ничего. Берем кувалдочку и ударяем вот сюда, вот в край кулака, где вот крепление идет. По краю ударяем сюда. Можно молоточек, кувалдочку. Вот у меня есть такая кувалдочка. Вот таким образом. О, вылетело. Если... О, достал. Бывает сильно, надо подольше поударять. Здесь не очень прикипело. Не прикипело потому, что я когда меняю вот эти все вещи, я смазываю графитной смазкой. Вот она, графитная смазка. Вот. И поэтому кулаку сам наконечник не прикипает. Вот, буду я менять на этом автомобиле вместе с рулевой тягой вот эту всю конструкцию, поэтому я оставлю вот здесь, вот раскручивать не буду. У меня на канале есть видео, где я менял чисто наконечник на Hyundai Getz, там можете посмотреть, если будете менять только наконечник. Здесь я буду менять полностью рулевую тягу, поэтому мне нужна конкретная длина этой рулевой тяги. Я померю и соберу из новых запчастей точно такую же, чтобы доехать до сервиса, где там расход-развал делают. Поэтому, ну, угадать очень сложно. Можно, конечно, угадать, но очень сложно расстояние. Поэтому примерное расстояние мне будет нужно, чтобы доехать. Вот. Ну вот, в принципе, и все. Мы достали. Вот он, поворотный кулак. Вот. Ну, не знаю, можно использовать, конечно, и как его там, съемник для рулевых наконечников. Ну, я вот так вот делаю. Так, чтобы снять нам тягу в сборе, вот он рулевой наконечник, вот она тяга рулевая. Чтобы ее снять, надо пыльник снять вот этот. Этот пыльник защищает яблоко, на котором будет вот так вот движение тяги. Так, здесь вот берем плоскозубчики, снимаем. Вот это у нас хомутик. Вот оно. О, прикипело хорошо. Вот оно у нас крутится. Она должна вот таким образом крутиться на яблоке. Так, все, сейчас переходим туда, в подвал. Снизу, ребят, у нас вот тут хомутик имеется. Вот он. Ага. Подвесим свет. Нам нужен. Так. Короче, ребят, попытался я раздуплить этот хомутик. Вон он, и получилось, что слетело. Пыльник слетел. Вот так вот. Короче, сейчас мы его туда столкнем.
вытянем на себя с той стороны и посмотрим, что там у нас как. Так, ребят, вот этот пыльник, он с этой стороны, чтобы он не слетал, там никуда не уезжал, хомутом вот этим зажимается. Здесь на тяге имеется такой паз для него. Поэтому вот так вот возьмем и прокрутим несколько раз. И на себя вот так вот его стащим. Оп. Ну вот так вот. Стащили мы. Вот она у нас. Наше яблоко рулевое. Смазку еще имеет. Но она уже разбита, как бы 107 тысяч пробега. Вот она. Вот таким образом она работает. Теперь нам надо открутить. Где-то там у нас снизу будем смотреть, потому что здесь не видно. Открутить надо будет вот это яблоко от рулевой рейки. Так, залезли мы опять в подвал. Вот, ребят, вот эту вот штуку, вот это яблоко, крепление к рулевой рейке, вот здесь вот к штоку рулевой рейки, надо открутить. Так, здесь у нас ключик на 32. На 32, видите? Вот. В принципе, я вот так вот настроил, чуть лево-право. Вот у нас идет подрамник. Вот, между подрамником как бы можно подлезть. Берем ключик на 32. Вот он, все, вошел в пазы. Вот. Так, по часовой мы закручиваем, против часовой откручиваем. Против часовой мы попробуем сейчас его открутить. Сейчас камеру поставлю как-нибудь так, чтобы видно было. Так, ребят, тяжело, короче, тут поставить камеру куда-то там подлезть, что-то ни хрена не видно. Будем, короче, так, я немножко рукой ослабил, ну, ключом имеется в виду. Вот, вставляем ключ. Сюда, там есть два паза. И, о, бля. Поворачиваем. Переворачиваем ключ. Проворачиваем дальше. Хрен ключ достанет. Вот таким вот образом мы ослабили. Сейчас мы возьмем ключ газовый. Им легче крутить. Поэтому подсунем сюда его и газовым ключом отвернем. То есть у нас уже ослаблено. На 32 ослабили мы. Сейчас газовым мы попробуем. Так, ребят, взял я вот такой разводной газовый ключик. Первый номер, наверное, первый, да. Вот у нас. Тяжко идет, конечно, но идет. Вот, тяжеловато. Ну, потихонечку. Вот таким образом, небольшими движениями мы выкручиваем это дело. Вот таким образом выкручиваем потихонечку. Здесь, ребята, вот так вот мы выкрутили. Вот видите, торчит. Так, перешли мы наверх. И уже здесь просто выкручиваем ее. Вот она у нас. Вот она. Наша тяга. Вот оно яблоко, которое оно тоже разбивается со временем. Вот. Ну, это еще, как бы, может, какое-то время еще походило. Ну, тоже уже. И вот он, собственно, у нас рулевой наконечник. Вот она у нас вся конструкция. Все, чтобы снять пыльник, нам все равно придется здесь раскрутить. Но это мы уже будем, когда будем собирать. С той стороны снимается так же само. Может удобнее подлезть с той стороны, может неудобней. Кому как, короче. Ну, ребят, таким же образом другую сторону снимаем. Вот, подводим сюда. Тут как раз вот подрамник. Вот он, подрамник идет. И вот сама рулевая рейка. Вот, подводим. Также, так, имеется пыльничек. С той стороны тоже вот такой вот беленький. Оп. Сняли его, туда затолкнули. Вот, пожалуйста, наши грани. Ключик на 32. Таким же образом откручиваем, потом подлазим. Ну, я, по крайней мере, так делаю. Подлажу газовым ключом и откручиваю газовым ключом. Ребят, с этой стороны газовым ключом еще легче работать.
Вот, пожалуйста, смотрите. Вот я взял другой немножко побольше, тут подлазит он. Так, все, переходим к сборке. Значит, эти детали, которые будем ставить назад, вот они, оригинальные, старые, мы их вымыли. Вот. Ставить буду я фирму CTR. Всю подвеску буду ставить CTR-овскую. И шаровые тоже. Там будет ролик про шаровые. CTR. Рулевые наконечники. Рулевые наконечники. Так, вот они, наконечники. На них написано левый, правый, R. Вот, буковка R. Значит, правый. Значит, вот у нас правая тяга. Тяги без разницы, тоже CTR. Тяга. И к тяге идет смазочка. Смазочка идет. Сюда мы ее будем наносить. Защитить от пыли и грязи. Помимо пыльника. Так, правая. Вот она у нас правая. Скорее всего, тоже стоял CTR, потому что очень похоже. Чтобы угадать, ну, примерно это все, ребят, примерно. Не угадаем мы конкретно. Точно не угадаем. Это все примерно. Значит, старая тяга, новая тяга. Так, правая. Вот она, смотрите, правая, изгиб. Вся суть в изгибе. Значит, откручиваем. Я предварительно пыльники снял, аккуратно открутил. Тут они все в ржавчине, потому что среда агрессивная, сыпят соль на дорогу. В основном ездим по соли. О. Нам нужно померить рулевые наконечники по длине. Возьмем штангенциркуль побольше. Большой возьму. И померю примерно от края до середины, до жопки. Вот до середины жопки померю. Низа. Ну вот так вот расстояние примерно. 14,8 получается. Ну вот смотрите. Практически то же самое. То есть длина, скорее всего, и стояли вот такие CTR-овские одинаковые. Мне очень похожи. 14,8. Так. Значит, выравниваем ровненько. Задние части тоже примерно одинаковые. Вот есть выступ такой. Вот он. Здесь точно такой же выступ. Вот. И от этого выступа, потому что резьба накрутится полностью, вот до этого выступа, этот выступ прижмется к рулевой рейке. К штоку рулевой рейки вот это прижмется. Значит, примерно так и выставляем. Ложим вместе. И гаечку накручиваем. Примерно. То есть, это примерно для того, чтобы доехать до сервиса развал схождения, где сделать. То есть, если зимой, то проще будет доехать, ничего с резиной не будет. Если, например, летом, да, вы еще где-то далеко находитесь, в деревне, допустим, то, чтобы резину не поела, вот примерно выставляем так. 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 Выставляем примерно. Вот где-то так у нас визуально на глаз одинаково выставилось. Берем скотч, кусочек скотча берем и вот под гайку сюда вот наклеиваем. Вот до сюда у нас будет закручена гаечка. Выкручиваем. Берем пыльничек, одеваем, вот он заходит сюда. Ага. Паз для пыльника вот здесь находится, подальше, поэтому не защелкиваем паз, пока не надо защелкивать.
Так, одеваем. Одели пыльник, одеваем хомутик, который будет зажимать вот здесь пыльник. Вот здесь будет зажимать пыльник. Сюда его. Накручиваем гаечку до того момента, как у нас скотч. Все, прижалось. И накручиваем рулевой наконечник. Вот, прижали, поставили. Можно ключиком на 22 немножко зажать. Тут на 22. Вот так вот. Чуть-чуть прижимаем, чтобы оно не откручивалось в процессе установки. Все, у нас рулевая тяга собрана. Нам осталось помазать. Но мы можем вот здесь помазать после того, как уже накрутим на рейку. И зажмем вот это, потом помажем и оденем пыльник. Пыльник защелкивается, потом все защелкивается, одевается хомут. Потом одевается хомут сюда. Сейчас мы посмотрим, как будем устанавливать. Постараюсь подлезть, чтобы снять все это. Все, рулевая тяга у нас собрана. Это убираем. Таким же образом собираем вторую. Можно еще помазать здесь, но туда не попадает ни вода, ничего. Когда мы тут зажмем или на станции зажмут здесь, сюда вода не будет попадать. Поэтому можно и не мазать. Оно все прекрасно откручивается. Вот это вот 12 лет простояли вот эти тяги. Видите, все от руки закручивается, откручивается. Так, все. Собрали, переходим к установке. Так, при установке первое выворачиваем руль направо до конца. Потом берем нашу тягу, вот она собранная наша тяга. С пыльничком, со всеми делами. Вот эту кромку резьбу. Короче, некоторые автопроизводители делают здесь стопорную шайбу, чтобы не откручивалась. Но на этой модели, именно на лачете, посажена вот эта резьба, яблоко так называемое, на фиксатор резьбы. Масло масляное получилось. Берем фиксатор резьбы, я использую вот такой. Немножко наносим на резьбу, чтобы у нас не открутилось. Вот так вот достаточно будет. Просовываем. Вот, и на яблоке грани они на 32. Так, попадаем, во, попали. И закручиваем. Накручиваем его. Все, уперлось. Дальше уже у нас не проворачивается. Вот так, ребят, у нас выглядит снизу это все дело. Значит, берем ключ на 32. Вот, смотрите. Засовываем и затягиваем. Это яблоко имеет 4 грани, так что легче ключом подлезть. А то яблоко, которое снимали, имеет 2 грани, то есть не очень удобно. Вот, значит, подлазим и хорошенечко затягиваем. Так, все затянули, зафиксировали. Теперь одеваем вот этот пыльничек. Тут имеется такой вот пыльничек на яблоко. Он там катается в масле. Туда натягиваем его. Можно немножко рейку подвинуть. О, все. Пыльничек у нас одет. Теперь передвигаем туда. Можно задвинуть. Вот она. Так, ребят, вот мы все зафиксировали. Колпачок одели. Теперь вот эту надо грань хорошенечко, вот это вот, хорошенечко помазать. Мы берем смазочку, которая шла с коробочкой. Вот тут даже рисунки нарисованы, где мазать. Пыльник наконечника и вот здесь вот гофра нарисована. Все видно. Так, выдавливаем чистыми руками и наносим, чтобы туда не попадал ни песочек, ни грязь.
Если даже пыльник порвется, допустим, какое-то время оно проездит. Если вы видите, что пыльник надо заменить и так далее. Вот так вот. Вот так вот. Смазки много не бывает, набивайте. Вот таким образом все, одеваем пыльник. Вот он у нас пыльник. Одеваем сюда пыльник. Все, пыльник одели. Теперь здесь фиксируем хомутом. Вот, смотрите, все, он попал в паз. Тут имеется специальный паз такой. Все попало, все в паз. Все, теперь берем хомут. Можно старый, если его возможно восстановить. Лучше новый, который на винте. Сюда одеваем, винтом закручиваем, и все, и никуда оно не денется. Ребят, я взял старый хомут. Вот он, 57 миллиметров, я так понимаю, в окружности. А15 называется. Это вот стандарт, который стоял здесь. Я его восстановил назад. Он в хорошем состоянии. Вот. Я его буду ставить сюда. Сюда буду ставить. Сейчас мы туда его заправлю и зажмем. Вот этот хомут, ребята, у нас имеет две такие защелки. То есть мы одеваем, заворачиваем эти защелки. Все, он держится. Теперь нам надо сдавить вот эту вот часть. Берем такие вот щипцы, вот такие берем. Сюда вставляем и зажимаем. Во. Все, у нас пыльник зафиксирован. Вот он. Никуда не денется, не дергается. Вот он будет работать у нас. Так, все, снизу мы все. Сейчас надо... Вот, ребят, тот пыльник у нас защелкнут. Теперь вот этот вот, который имеет паз на рулевой тяге, туда толкаем его. Оп, защелкнулось. Вот, видите? Все, он вот здесь. Сейчас ближе подведу. Вот тут имеет такая выточка специальная. Все. Теперь берем наш хомутик. Плоскозубчики, там любые. И туда одеваем. Вот оно одето. Поправим. Вот, смотрите, все. У нас зафиксировано, никуда теперь пыльничек у нас не денется. Все, он зафиксирован. Так, все, рулевая тяга у нас на месте. Сейчас покажу, как в кулак его засовывать. Так, ребят, берем графитную смазку. Я использую такую, графитная смазка. Да можно любую обычно. Вот. И чтобы у нас рулевой наконечник не прикипал вот этой гранью к поворотному кулаку, мы смазываем графитной смазкой. Берем графитную смазку и вот эту грань. И здесь. Предварительно все чистим, вымываем, чтобы чистенько у нас было. Опа. Вставляем сюда. Все, оно у нас не будет ни ржаветь, ни прикипать. Гаечку. Гаечку. Вот. И затягиваем 64 ньютон-метра. Так, я по мануалу посмотрел. Значит, крепление рулевой тяги к рейке 100 ньютон-метров. Так что как-то вот так. Все. Левую сторону мы поменяли. Правую меняем таким же образом. Все идентично. Все можно подлезть. Как я снимал, показывал. Вроде бы все подробно объяснил. В сборе получилось, что мы и тягу, и наконечник поменяли. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Евгений. Всем удачи, всем здоровья. Пока.